Желающих присоединиться к вечернему разговению уже пришло немало. Уютная обстановка под открытым небом, накрытые столы с угощениями и теплый прием создают атмосферу единения и братства. Здесь можно встретить жителей почти со всех уголков республики, которые пришли разделить этот важный момент. Пока взрослые накрывают столы, для детей были организованы различные развлекательные конкурсы. На одной из площадок они разрисовывают сердце, каждая часть которого носит название суры из Корана. Это не только развлечение, но и возможность узнать больше о своей религии. Мне понравились конкурсы, все организовали красиво. Масштаб сегодняшнего разговения впечатляет. Угощения подготовили на 400 человек. Стол длиной в 200 метров протянулся вдоль проспекта Базоркина. Он разделен на две зоны. Одна для мужчин, а другая для женщин, которые обычно в это время готовят еду на ифтар и садятся последними. Но сегодня они могут насладиться разнообразными блюдами наравне со всеми. Организовать на высшем уровне. Столы накрыли красиво, детям дали подарки хорошие, провели викторину по исламу. Организатором сегодняшнего коллективного разговения стал благотворительный фонд «Ихсан». Это мероприятие символизирует святость месяца Рамадана. Самая главная цель данного мероприятия и всех других мероприятий, которые проводит «Ихсан», это придать праздничное настроение этот месяц Рамадан, чтобы дети с самого детства прочувствовали и поняли, что Рамадан является праздником, и его надо встречать с улыбкой, с радостью, с весельем. В будущем у нас в планах посадить несколько сот деревьев в разных школах нашей республики и создать сад Рамадана в каждой школе. Если у нас будет возможность и силы, мы, иншаллах, это сделаем. Также у нас планируется раздача более 5000 подарков для детей в конце последних 10 дней этого нашего любимого месяца, для того, чтобы поднять настроение нашим детям. Развлекательная программа ждала и взрослых. Здесь были обустроены палатки ингушских ремесленников, которые показывали мастер-классы и продавали свою продукцию. Это позволило участникам не только насладиться вкусной едой, но и приобщиться к культуре и традициям региона. Каждый, кто сегодня посетит, мог научиться чему-то полезному, узнать что-то новое. Плюсом мы проведем продажу, где часть из денег пойдет на благотворительность. Постараемся максимально, чтобы была и польза, и чтобы люди максимально получили все хорошее. И вот настал час ифтара. Гости сели за коллективное разговение, чтобы вместе разделить трапезу. Такие встречи способствуют укреплению духовного единства. Разговение объединило людей и подарило им возможность провести время вместе в атмосфере любви и уважения. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Молдгири Ахильгов, Магаз, 24.